За последние месяцы от нападений безнадзорных собак погибли 2 девятилетних ребенка в Беркаките и Тикси. Эти события вызвали шквал возмущения. Возникает вопрос, кто контролирует численность безнадзорных животных? Если говорить о обеспечении нашей нормальной жизнедеятельности, грубо говоря, в городской зоне, да, то есть получается, с одной стороны, полномочия Российской Федерации, да, то есть они отнесены сугубо к полномочиям субъекта, но с другой стороны, это совместные полномочия и субъекта Российской Федерации, и Российской Федерации. Исходя из этого, должен быть какой-то орган, да, который занимается, должен быть назначен, видимо, заниматься именно санитарными нормами в сфере отлова, да, бездомных животных. Но на данный момент его нет. Потеряв терпение, люди вышли с ружьями и начали самостоятельный отстрел. В социальных сетях появились фотографии мертвых собак, выброшенных на помойку. По словам очевидцев, группа неизвестных отстреливает первых попавшихся на глаза барбосов. Тем временем глава республики Егор Борисов выступил с инициативой приравнять безнадзорных собак к диким животным. Но решит ли это проблему? Как назвать можно собаку диким животным? Я понимаю, побежит волк. И мы сказали, да, это волк, он дикий. Априори он дикий. А бежит собака. А у него владелец. Ладно, без владельца мы будем считать эту собаку дикой. Но мы должны действительно ее выловить, утилизировать. Это очень большие деньги. Мы просто опять будем зарывать бюджетные деньги, когда можно обойтись какими-то мерами такими. Это опять полумеры, которые, в общем-то, не нужны. Нужно делать все как положено. Учли, потеряли вы, или вы ее выбросили, с вас за это спросят. Люди должны быть, ответственности людей можно приучить только достаточно жесткими такими законодательными мерами. По словам Айсена Николаева, за прошлый год было отловлено и утилизировано около 4500 собак. Напомню, в предвыборной кампании Айсена Сергеевича на пост главы города Якутска одним из основных пунктов было строительство питомника. Однако на встрече с журналистами 18 марта мэр города озвучил другое решение проблемы. Что касается питомника, я еще раз говорю, что если мы хотим на самом деле, чтобы это у нас было цивилизовано, чтобы это было на самом деле не просто для того, чтобы мы какой-то еще очередной создали место, где будут бюджетные средства выделяться и осваиваться, как это говорится, да? А на самом деле, чтобы это было польза для животных в том числе, то мы должны добиться того, чтобы этим занимались, во-первых, профессионалы, во-вторых, люди, которые собак любят. И от того, что в прошлом году мы этим питомником, на проект которого чуть ли не 30 миллионов в свое время было запланировано, отказались, а выделили несколько сотен тысяч рублей обществом собаководов наших нескольких, и они реально занимались как раз проблемами безнадзорных животных, я думаю, что пользы гораздо больше. Согласно указу президента Республики Егора Борисова о дополнительных мерах по регулированию численности безнадзорных животных на территории республики, с 12 марта по 12 мая в Якутии объявлен двухмесячник по регулированию численности бродячих собак. Если посмотреть конкретно указ, который передо мной лежит, пункт 2.2, разработка утверждения нормативных актов в области. Тут у меня единственный вопрос возникает, как раз связанный с дикими животными. Содержание у нас идет отлов, стерилизация, утилизация. Все. Каким образом будет разделяться дикое это животное, домашнее это, или оно все-таки безнадзорное? У нас нет этой системы, то есть должна быть система начинаться, этот пункт должен начинаться был со слова учета. Когда будет учет этих животных, тогда мы можем говорить, домашнее оно, все-таки есть у него хозяин или нет. 2 апреля парламент Якутии принял в окончательном чтении законопроект по безнадзорным животным. Главным тезисом нового закона является передача полномочий по учету, отлову, передержке и содержанию безнадзорных животных муниципальным органам власти. По большому счету, этот закон, он был принят в успокоение жителей нашей республики. Как бы власть реагирует на последние события, трагические события, до которых довела сегодняшняя ситуация в республике, бесхозности, безнадзорности в муниципалитетах. Но это нужно и вину сейчас разделить между муниципалами и государственной властью. До тех пор, пока не прошли эти трагедии, нужно было задумываться об этом. Потом закон принят в 3 чтениях подряд, хотя на самом деле над ним надо было работать. Закон формальный. Закон не имеет под собой той силы, которая бы дала большей части, конечно, решимости нашим властям. А отфутболит сегодня ответственность на наших
на муниципальные органы власти, отдать им решение этого вопроса. Власть просто сегодня себя закрыла, как бы не нести ответственность за сегодняшние вот трагические события, которые у нас происходят. Проблема с безнадзорными собаками возникает уже не первый год, и в очередной раз власти снова обошлись полумерами. Когда же наконец свет увидит закон, который четко и жестко расставит все точки над «и»?